Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами готовимся к общереспубликанскому тестированию по предмету русский язык. Меня зовут Инна Александровна, я старший преподаватель Славянского университета, и мы сегодня беседуем с вами об аналогиях. И не только беседуем, но и постараемся их решить. Да? Посмотрите, пожалуйста, что такое аналогия на самом деле. По логическому определению, это определение из логического словаря, аналогия – это сходство между предметами, явлениями или какими-то признаками, может быть, какими-то свойствами предметов. Вот это сходство мы сегодня с вами и постараемся найти, да, между какими-то предметами, между словами, между парами слов. Забыла следующая, да, страничка. Так. Видите здесь, что уподобляться друг другу, да, могут не только предметы, но и отношения между ними. Значит, существуют аналогии свойств, аналогии предметов, аналогии отношений. Да? То есть аналогия – это не просто сходство между предметами. Аналогии могут проявляться по разным признакам. Например, вы можете даже себе записать, мы подольше подержим этот слайд, руководитель подразделения, да, например, директор, сотрудники. Вид, род, например, стул – это предмет мебели, мебель – это понятие, обозначающее род, стул – это понятие, обозначающее вид. Дальше, больший, меньший. Нам тоже встретятся такие аналогии, которые мы сейчас будем рассматривать. Да? То есть что-то будет больше по объему, например, что-то будет меньше. Затем первичное сырье, продукт переработки. Ну, например, сахарная свекла, продукт переработки сахар. Разное направление, векторы, ну, например, подниматься, спускаться, входить, выходить, открывать, закрывать. Действие и результат действия, да? Ну, например, чтение и прочитать. Да? Ну, возможно, что-то будет похожее. Да? Значит, сегодня примеры, которые мы с вами рассматриваем, будут примерно в рамках вот этих отношений. Дается вам время, чтобы вы записали. Да? Запишите, пожалуйста, какие могут быть отношения, чтобы вам проще было сравнивать, потому что вопросы будут к вам сегодня по этим темам. Да? Еще раз. Руководитель подразделения, вид, род, больший, меньший, первичное сырье, продукт переработки, разное направление, векторы и действие, результат действия. Могут быть и другие, но в принципе все вот эти должны сегодня нам встретиться. Могу идти дальше? И еще, ребят, такая к вам просьба, когда начнутся уже сами примеры, допустим, один пример я вам разъясню, как решать, а затем на следующих примерах я буду ждать ваших ответов. Вам дается 1 минута для того, чтобы вы написали свой ответ. Не бойтесь, допустим, если ваш ответ будет сегодня неправильным, мы для того с вами и встретились, чтобы решить его верно. Да? Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, отвечайте активно. Итак, надеюсь, вы уже зафиксировали информацию. Мы переходим к первому примеру. Итак, посмотрите, пожалуйста, отряд, командир. Это называется, это пара слов, да, которые между собой вступают в какую-то аналогию. Да, можете, вот давайте попробуем сейчас поактивнее работать. Да? Кто-нибудь, пожалуйста, напишите, как вы думаете, какая это аналогия отряд, командир? Из тех, которые мы сейчас с вами видели на предыдущем слайде. Жду вашего ответа. Жду вашего ответа. В рамках какой аналогии соотношение этих слов? Пока не смотрим на варианты А, Б, В, Г, не смотрим. Пока только отряд, командир. Ждем. Хорошо. Смотрите, отряд, командир. Смотрим пока только на эту пару слов. Отряд, командир. Да? В каких отношениях находятся между собой эти два слова? Жду вашего ответа. Напишите, пожалуйста.
кто-нибудь же выйдет, наверное, да? Да? Угу. Так. Ладно, вы не решаетесь, но первую тогда объясню я. Помните, смотрите, отряд мы можем назвать подразделением, командир – это руководитель. Да? Вот давайте посмотрим теперь, у нас 4 примера, да, 4 аналогичных каких-то пары слов. Да? Вот какая же из них подойдет больше всего к этой так называемой номинальной паре? Итак, смотрим. Учитель, класс. По идее, можно было бы сказать, что это подразделение, а это руководитель, да? Но учитель – это не руководитель, верно? Мало того, посмотрите, местоположение должно быть, если мы хотим правильно решить аналогию, то тогда слово «класс» должно быть так же, как слово «отряд» на первом месте. А конечно же, тут не учитель, а еще какое-то слово, да, должно быть на втором месте. Значит, этот пример мы вычеркиваем, он неправильный ответ содержит. Да? Смотрим дальше. Оркестр, дирижер. Если оркестр мы можем назвать подразделением, то дирижера, соответственно, мы можем назвать руководителем подразделения. Верно? Кажется, что верно. Поставим пока вопрос, потому что у нас еще есть 2 варианта, которые нужно проработать. Станок, токарь не подходит. Почему? Потому что станок – это не подразделение, да? А токарь – это не руководитель станка, как подразделение. Значит, этот пример мы сразу же аннулировали. Да? И абонент, телефон. Да? Телефон – это вообще неодушевленный предмет, здесь о подразделении речи нет, да? И о руководителе здесь тоже речь не идет. Значит, и этот пример мы тоже убираем, мы его не рассматриваем, он не подходит для нашей аналогии. И получается, что единственный правильный ответ, да, который мы вывели путем сопоставления аналогии, это оркестр как подразделение, да, по аналогии со словом «отряд», и дирижер как руководитель, да, под аналогией со словом «командир». Таким образом, мы с вами выбираем ответ «Б». Да, он является правильным. Если у вас возник какой-то вопрос по этому слайду, я жду его, вы можете его написать. Если что-то непонятно, вы можете написать, чтобы я вам ответила. И мы перейдем к следующему слайду. У вас полминутки, пожалуйста, жду. Не стесняйтесь задавать вопросы. Чем больше вопросов вы задаете, тем успешнее мы продвигаемся к успеху, к результату. Жду. Жду. Вы можете сформулировать у себя вопросы, и кто-то запишет, а я прочитаю на экране компьютера. Вопрос не поступил, значит, мы переходим к следующему слайду. Мотылек, насекомое. Здесь получается род и вид. Да? Род и вид. Мотылек – это вид, то есть как более узкая группа предметов речи, скажем так, да, предмет речи. Насекомое – это более широкая категория, да, то есть к насекомым мы можем отнести и паука, и муху, и жука. Да? Мотылек – это маленькая бабочка, köpülük по-кыргызски. Так, давайте посмотрим. Да? Итак, получается, это частное, это общее, да? Или это вид, а это род. Посмотрим. Итак, первая пара слов. Дуб, дерево. На первый взгляд, вроде бы он подходит нам, да, этот пример, потому что дуб как конкретное, да, проявление, дерево как общее, да, как вид и род. Посмотрим дальше. Муха, пчела. Нет. И муха, и пчела, да, относятся к конкретным насекомым. Значит,
Этот вариант нам не подошел. Далее, береза, роща. Да, березы растут в роще, да, но мы не можем сказать, что роща – это род берез. Роща может быть и дубовая, и ольховая, и еловая, и орчевая. Даже если мы посадим орчу, да, вокруг своего дома, получится орчевая роща. Нет, на самом деле это просто количество посаженных деревьев. Да? Значит, вариант В нас не устраивает, мы его не принимаем во внимание. Орел – хищник. В данном случае вроде бы что-то похожее, да? То есть орел относится к отряду хищников. Но хищник – это слишком широкое обозначение, слишком широкое, не родовое, а больше, чем родовое, потому что к хищникам мы можем отнести не только птиц, да, таких как орел. Вот если бы было орел-птица, да, тогда бы мы сказали, да, орел это вид, а птица это род. Но здесь хищник, это совсем другая характеристика. Значит, этот вариант тоже нам не подходит. Остался вариант дуб, дерево. Еще раз посмотрим на него. Да? То есть, посмотрите, если мотылек является конкретным представителем отряда насекомых, да, или класса насекомых, то дуб является конкретным представителем класса деревьев. Да? Более широкое понятие и конкретное, более широкое понятие и конкретное. Значит, мы решили эту аналогию правильно. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, напишите. Что-то, может быть, было непонятно, чтобы мы не ушли от этого слайда, а поговорили точно о том, что здесь непонятно. Жду полминутки. Скажите по опыту, да, когда там. Если нету, когда можно уже переходить к следующему? Ну вот сейчас, когда, вот чтобы уже кто-то что-то написал, мы увидим буковки, нет? Ребят, давайте так договоримся. Если у вас нет вопросов, вы просто минус нарисуйте, и я его увижу. Если я увидела, что у вас вопросов нет, я могу смело идти дальше. Жду минус или плюс, или вопрос, пожалуйста. А где он будет? Вот там внизу, да, в окошечке, да? Внизу? Или здесь будет. Так, минус. Молодцы, все поняли, идем дальше. Вот видите, у нас пошел контакт. Следующий слайд. Метр, сантиметр. Да? Ну, вы видите, что это единицы измерения, да? Это меньшее по параметру, или можно сказать, что метр содержит, наоборот, это больше. Метр содержит в себе сколько-то сантиметров, да, а точнее 100 сантиметров. То есть это идет как более крупная единица и более мелкая единица измерения. Да? Смотрим. Дом, этаж. Да? Дом содержит этажи, можем сказать. Да? Дом ориентируется на этажи. Но можно ли сказать, что дом состоит из этажей? Наверное, нет. Да? Дом не состоит из этажей, он может быть скольки-то этажным. Да? Поэтому вычеркиваем наш пример дом-этаж. Смотрим дальше. Поезд, вагон. Можно сказать, что поезд состоит из вагонов, но мы же не можем сказать, что мы можем сказать, в этом поезде, например, 10 вагонов, да? Но мы не можем сказать, что каждый поезд состоит из 10 вагонов, да? Так же, как, например, метр состоит из 100 сантиметров, верно? Значит, поезд-вагон тоже нам не подходит. Минута, секунда. А вот здесь будем внимательнее. Да? Минута – большая единица измерения времени, секунда – меньшая единица измерения времени. В минуте содержится 60 секунд. Значит, секунда, так же как и сантиметр, является составляющей минуты, так же как метра. Да, сантиметр метра, а секунда минуты. Кажется, что это правильный вопрос, но посмотрим четвертый.
для того, чтобы не ошибиться, нам нужно обязательно смотреть все 4 примера, потому что бывают похожие на правильные, а бывают точно правильные ответы. Неделя, месяц. Вот здесь даже порядок следования слов говорит нам о том, что неделя – это меньшая единица, а месяц – большая. А у нас должно быть, видите, вот как в иллюстрации, да, должно быть наоборот. Здесь большее, здесь меньшее. Значит, неделя, месяц нам тоже в этой аналогии не подходят. Таким образом, правильным отмечаем ответ В. Пожалуйста, если есть вопросы, задайте. Если нет, поставьте, пожалуйста, минус. Подумайте, может быть, стоит задать вопрос. Все какие понятливые ребята, какие молодцы. Хорошо, тогда сейчас еще один решаем вместе, а следующий за следующим, да? Я попрошу уже вас решить, раз у вас все минусы пошли. Какие вы классные ребята, да? Так, зерно, мука. Зерно, да, является сырьем для переработки, да? Мука – это уже продукт переработки сырья, можно сказать так. Смотрим. Первая аналогия – масло, сметана. Масло не является первичным продуктом для получения сметаны, верно? Сразу этот пример мы вычеркиваем. Он неверный, он не соответствует. Второе – глина, кирпич. Можем сказать, что глина является сырьем для производства кирпича. Да? Из глины делают кирпичи. Пример кажется правильным, но мы пока подумаем. Да? Еще у нас есть два примера. Бетон, гипс. Бетон и гипс. Вот хотела бы вам задать вопрос, но придется самой рассказывать. Рассказала, что следующее буду спрашивать. Да? Смотрите, пожалуйста, бетон и гипс. Да? Бетон – это строительный материал, и гипс тоже строительный материал, но бетон делают из цемента и песка. Да? Гипс – это природный строительный материал. Значит, бетон и гипс являются строительными материалами, но из бетона не делают гипс. Верно, да? Значит, вычеркиваем этот вариант. И розетка, ток. Через розетку проходит ток, но розетка не является предметом, да, или сырьем, из которого производят ток. Значит, Г пример тоже мы вычеркиваем. И остается правильный вариант Б. То есть зерно является сырьем для производства муки, точно так же, как глина является сырьем для производства кирпича. Да, сырье – продукт производства. Сырье – продукт производства. Есть у кого-то сомнения в том, что мы решили эту аналогию правильно? Жду вашего плюса или минуса. Что? Минус. О, молодцы, все минусы нарисовали, молодцы. А теперь следующую аналогию я попрошу решить вас самих. Давайте, мы же тренируемся. Ничего страшного в том, если вдруг неправильно что-то получится. Да? Ну, просто здесь можно поговорить о том, что сжать и разжать – это действия какие? Разнонаправленные по вектору. Да? Вот давайте и посмотрим, какая же из параллелей, да, соответствует разным векторам направления какого-то действия. Так, кто-то вот. Какой это Б или В? В, да? Так, написать, стереть. Так, хорошо, еще. Какой? Джалабадский? Да? Так, тоже Б, да? Б? В, да? И там В, а то мне тут плохо видно. Так, написать, стереть, да? Так, так. Володя, молодцы, Чуктал, молодцы, молодцы, Володя, буковка В, отлично. Так, ну давайте рассуждать, почему вы думаете, что именно этот вариант правильный. Объясните, пожалуйста, раз вы его выбрали, да, значит надо объяснить. Написать, стереть.
Антонимы, да? Так, можно сказать, что это антонимы, да? Сжать и разжать, и сжать и разжать. Молодцы. Кто это у нас? Джалалабадский лицей, да? И Чоктальский, да? Молодцы, ребята, молодцы. Так быстро поняли все и четко работаем. Хорошо, тогда я могу только уже задавать вам вопросы, да? Горизонт далеко. Для того, чтобы правильно решить эту аналогию, найти вариант этой аналогии, да, нам нужно посмотреть, о чем здесь идет речь, как соотносятся наши, вот как она называется, идеальная пара. Да? Горизонт далеко. В. Джалалабад отвечает, да? Вода мокра. Чоктал тоже В. Так, горизонт далеко, вода мокра. Угу. То есть здесь вы взяли как существительное, да, а здесь как наречие, да? Так, как рассуждали? Можете написать ваши рассуждения. Почему вы выбрали именно этот вариант? Постоянные признаки, да, то есть так же, как горизонт находится далеко, там, где вода, всегда бывает мокро, да? Молодцы, верно. Но у меня такое впечатление, что вам там кто-то помогает. А? Может быть, это учителя решают аналогии, нет? Нет? Ну, будем надеяться, потому что на ОРТ уже учителей не будут пропускать. Да? Следующую аналогию давайте посмотрим. Карусель, круг. Ищем правильный вариант. Карусель, круг. Так, Б, да? Кызылкия, Б. Кто первый был? Джалалабад, молодцы, молодцы. Джалалабад, Кызылкия, молодцы. Б. Чоктал тоже Б ответил, да? Ну, молодцы. Почему? Почему мы этот вариант выбираем? Скажите, пожалуйста. Напишите, почему вы выбрали этот вариант? Поясните. Какой признак, по которому мы выбираем вот эту пару слов? Планета вращается по орбите, да, так же, как карусель вращается по кругу, да? Так, то есть признак вращения, верно, молодцы, молодцы. Смотрим на следующую аналогию. Книга, читать. Так, курс или маршрут могут измениться. Молодцы, Чоктал, молодцы, молодцы, молодцы. Так, смотрим, книга, читать. Выбираем правильный вариант ответа. Г, нож, резать, да? Так, и все Г ответили. Такое впечатление, что раньше решали, что ли, эти аналогии, нет? Угу. То есть сразу же кто-то и отвечает, да? Так, а так, Кызылкия нет. А как вы думаете? А что, не решали раньше, да? Не решали раньше. Признак и его действие, да? Нет, нет, это основание неверное. Основание неверное. Здесь, смотрите, не признак, а, смотрите, объект. Ой, да, притягивается, да? Так, это объект, а это действие, которое мы над ним можем производить. Предмет и его предназначение. Можно так сказать, да, да. То есть, а почему нельзя выбрать ложка обедать? Это же тоже предмет и предназначение. Почему мы этот вариант не берем во внимание? Напишите, пожалуйста. И диван, можно что сказать, что диван предназначен для того, чтобы спать, а мы его вычеркнули. И стол, можно сказать, предназначен для того, чтобы писать на нем, а мы его вычеркнули. Почему? Не всегда ложкой обедать, да? Да, верно. А еще? Я зачеркну, как только вы все вот признаки перечислите, по которым мы не можем именно этот вариант признать верным. Значит, не всегда ложкой можно обедать, да, и ложкой тоже не всегда обедают, да, а вот не всегда ложкой, да, так, а еще
А еще, значит, не всегда обедают ложкой, и не всегда ложка только для обеда годится, да, все, убрали, да, нож резать, нож резать, это вы как правильно, да, диван спать, так, книгу читают, но нож не режут, значит, это тоже неправильный, значит, неправильный нож резать. Так, давайте посмотрим на вот этот пример. Диван спать. Почему мы не можем его как правильный зачесть? Возможно? Диван спать? Ну, смотрите, на диване же не только спят, верно? На диване и сидят, да? На диване, что можно еще делать, я не знаю. Да? Не только спать, да? Значит, убрали, а книгу можно только читать. Книга предназначена для того, чтобы читать. Да? Книга – это объект, который читают. Да? Стол писать почему не можем взять? Почему? Стол писать мы не можем взять. Объясните, пожалуйста. Объясните, пожалуйста, жду. Давайте в контакте находиться. Задумались, что уже думаете, что правильный ответ? Так, не всегда пишут на столе, да, не на столе, а за столом, да? Верно, не всегда пишут за столом, и не только пишут за столом, да? А вот нож предназначен только для того, чтобы, да, на диване не всегда спят, молодцы, а ложкой не всегда обедают. Молодцы, Чоктал, какой полный ответ дали. То есть все три ненужных варианта описали как ненужно правильные, да, или правильно ненужные. Верно, правильный ответ – нож резать. Вот видите, угадали все, но обосновать свою позицию удалось пока более полно только Чокталу. Молодцы, Чоктал, вперед. Так, соперник, партнер. Давайте смотреть, какой вариант будет верным, и сразу же объясняем почему. Г, да? Так, Г, хорошо. Г, молодцы. Молодцы. Так, потому что антонимы, верно, молодцы, значит, это антонимы, да? А вот 10 число можем назвать антонимами? Предмет и тождество, то есть, 10 число, да? А свобода воля почему не можем включить сюда? Свобода воля почему не можем включить? Значит, 10 число убрали, да? Думаем. Это синонимы, молодцы. Приятель, друг. Почему не можем зачесть как верный вариант? Тоже синонимы, молодцы. Ну что ж, отлично. Да, решили, что, значит, здесь по принципу антонимии, да, пары мы выбрали как верные аналогии. Хорошо, идем дальше. Гнев и ярость. Варианты: слезы, печаль, помощь, Г сразу, да? Радость, ликование. Почему? Молодцы, молодцы, все верный ответ обозначили. Почему мы этот вариант выбираем как правильный? Так, усиление, градация. Ну, градация это уже на учителей похоже, честно. Учителя, пожалуйста, не спешите отвечать, да? Это уже явно учительский стиль общения. Будьте так добры, дайте детям возможность. Вы не бойтесь, пожалуйста, что вы будете бледно выглядеть. Мы не отсчитываем, кто как отвечает. Нам важно, чтобы ребята сами научились. Пожалуйста, учителя, дайте возможность детям ответить. Хорошо? Хорошо, мы здесь не из министерства, которое просчитывает, где хорошо, а где плохо термины знают, да? Пожалуйста, сами ребята. Это ответ от олимпиадниц. Ну, молодцы, олимпиадницы Чоктала, умнички, умнички. Так, значит, смотрим, почему, допустим, слезы и печаль мы не можем взять? Объясните, пожалуйста. Слезы и печаль, почему не можем взять как аналогию понятия гнева, ярость? Объясняем. Печаль – причина слез. Молодцы. Значит, здесь причина следствия, да? Так, помощь, милосердие. Почему не можем взять пару?
Помощь, милосердие. Почему не можем взять? Подумайте, пожалуйста. Помощь, показатель милосердия. Верно. Наверное, точно. Опять Чоктал, сплошных олимпиадников выдвинули. Да? Надежность, верность. Почему мы не можем зачесть как верный пункт, как верный ответ? Надежность, верность. Почему не можем зачесть как правильный ответ, как правильный вариант? Так, опять Чоктал, приблизительно синонимы. Угу. Ну, контекстуальные, да, можно сказать, что в контексте они являются синонимами. Ну что ж, молодцы, разные понятия, надежность, верность, но не усиление. Так, замечательно. Замечательно, молодцы, ребята. Все, доказали, да, что радость и ликование – это разные степени проявления признака. Да? Радость – это более скромное проявление, ликование – более яркое, точно так же, как ярость – это уже явное проявление гнева. Гнев можно как-то еще в себе сдерживать, а вот ярость – это уже внешне видно. Молодцы, молодцы. Переходим к следующему примерчику. Подняться, спуститься. Ну, это векторные антонимы, да, я думаю, что вы очень быстро... Опа! Так, это кто? Джалалабадский лицей, да? Войти-выйти, да? Чоктал, войти-выйти. Кызылкия, войти-выйти. Молодцы, молодцы, конечно, это правильный ответ, да? А почему? Вот давайте смотреть. Почему увидеть, рассказать не подходит? Почему? Антонимы. Нет, это не антонимы. Немножко подумайте, пожалуйста, это не антонимы. Войти-выйти антонимы, да, это правильно. Вот это мы доказываем, что правильный ответ. А почему мы не можем, допустим, погасить, зажечь? Значит, увидеть, рассказать. Так, причина, следствие, да? Так, в других, как вы там написали? Порядок неправильный, действие и последствия. Вот это да, да? Так, порядок неправильный. Разрезать, клеить. А где? Наверное, вот погасить, зажечь, да, порядок неправильный, да? Так, вы, пожалуйста, пишите, какому варианту вы вот это вот даете характеристику, да? То есть зажечь, потом погасить. Наверное, вот сюда, да, порядок неправильный. А разрезать, клеить или разрезать, клеить. Почему этот вариант неправильный? Жду вашего ответа. Задумались. Нет, там это печатать. Пока напечатают, да? Ну, ждем. Ждем. Почему же В-вариант мы не можем зачесть как верный? Так, последовательность неправильная. Почему? Сначала клеить, потом разрезать? Нечеткий ответ, нечеткий, пока не принимаем этот ответ. Ждем еще вариантов. Ждем еще вариантов. Сложно, наверное, да? Ну, подскажу. Здесь, получается, разные цели действия, да? Разрезать – это значит как-то делить на части, да? А клеить – это собирать в одно целое, да? Разные цели действия. Что написали? Сочетание эталонной пары. В смысле сочетание эталонной пары? Это к чему? Непонятно. Да? Где-то мы какую-то ниточку упустили связи. Ладно, идем к следующему примеру, пожалуйста. Взлететь, высота. Пожалуйста, решаем. Так, В. Все четыре группы ответили В. Да? Почему? Объясните, пожалуйста. Почему это правильный вариант? Почему вы так думаете? Ждем. Ждем.
Так, причина, следствие, да? Ну, тут скорее как... Так, так, полет подразумевает высоту, а краска подразумевает цвет. Ну, направление мысли правильно. После взлета мы набираем высоту. Угу. Окрасить. То есть после покраски, вы хотите сказать, да, мы достигаем цвета. Ну, верно, да, получается это действие, да, взлететь и красить, да, а высота и цвет это результат действия, да. Все понятно, хорошо. Так, давайте теперь посмотрим, почему Г мы не можем зачесть как правильный вариант. Почему Г не можем зачесть как правильный вариант? Действие и причина Г, да? Так, то есть сидеть из-за или от усталости, да, все не подходит. Так, почему Б делить справедливость? Почему Б не подходит? Связь отличается от эталонной пары. Ну что ж, тоже делят не только справедливость, нет, делят по справедливости, да? Что такое Б? Так отвечает. Ага, это по признаку Б, да? Так, нет, делят не только по справедливости, да, то есть в основании деления бывает и несправедливость тоже, да. Так, а участвовать и победа почему не можем? Это же тоже участвовать, это действие, а победа это результат. Почему не можем его зачесть как эталонную пару, как аналог? Не всегда побеждают участвуя. Ну что ж, молодцы. Молодцы, правильный ответ. Да, после участия мы не всегда побеждаем. Молодцы, думаем все правильно, хотя находимся в разных частях Кыргызстана. Молодцы. Так, следующая лошадь, корова. Смотрим, какой же из вариантов соответствует. Какой? В, да? Бык, коза. Так, почему, Чоктал? Так, почему? Домашние животные, да, так, бык и коза домашние животные, так же, как лошадь и корова, да, так, ну что ж, верно, молодцы, да, ну тут не надо гадать долго, да, по каким признакам не подошли другие варианты. Смотрим дальше, ремонт, поломка, какой же вариант правильный? Б. Недоверие, обман. Почему Чоктал так думает? Так, Кызылкия, Б. Почему? Почему? Жду ваших ответов. Почему? Так, из-за обмана недоверие. То есть, получается, что так же, как поломка, да, является причиной ремонта, да, также и обман, да, может послужить причиной недоверия. Так думаем? Ответьте, так думаем, нет? Да, Чоктал говорит. Кызылкия. Там еще что-то у нас замолчали люди. Вот причина следствия не обсудили. Так, причина следствия. Ну, понятно, да. Так, причина следствия. Угу. Хорошо. А вот здесь почему? Первый почему не можем зачесть? Тут же тоже причина следствия. Да? Тут же тоже причина следствия. Так, порядок неправильный. Молодцы, порядок неправильный. Да, значит, эталонный вариант соответствует ответу Б. Молодцы. Так, крошка, хлеб. Да? Здесь идут варианты: час, минута, щепка, дерево, крупинка, сахар, вода, ведро. Правильный вариант Б. Чоктал. Думаем пока. Так, Кызылкия. Б. Думаем пока. Так. Еще. Так. Чалкыс, да? Тоже думает так. И все, да? Всего 3, да? Всего 3 организации у нас работают. А вот и нет, мои хорошие, нет.
Нет, нет. Смотрите, как здесь мы можем рассуждать? Так, чоктал, В. Ага, исправились тут же, да? Почему В? Вот теперь объясните, пожалуйста. Почему В, а не Б правильный? Б неверный ответ. Б неверный ответ. А почему В? А может быть и не В? Часть целого, да? Так, часть целого. Можно сказать. А еще? Но ведь щепка, часть дерева тоже можем сказать, да? Часть целого. Вот видите, если вы думали так, то вот ваш неправильный ответ и вышел в начале. Пища. Вот. То есть здесь мы видим, что правильно теперь вы ответили. По двум основаниям будет составляться правильный ответ. Первое основание – это часть целого, да? И поэтому вас это смутило, неправильный ответ вы вначале нашли, часть целого, да? Вот. И второе основание, как вы там сказали, что это пища, да? Верно. То есть иногда бывает, что ответ должен состоять или опираться на два основания. Да? Поэтому, пожалуйста, не спешите с ответом, а то если бы это был контрольный тест, то вы бы уже все три лицея, смотрите, дружно сделали ошибку, да, потому что пошли только по одному основанию. Да? Значит, думаем, оснований может быть больше, чем одно. Так, а дальше я не помню, у меня там были еще, нет? О, радость, ликование. Так, Г читал, да? Так, еще у кого какой вариант? Потому что усиление, да, по признаку усиления. Так, градация, да, тоже, Кызылкия тоже Г, да, то есть все указали на вариант Г, потому что идет усиление, кто-то назвал это градацией, как термин, правильно, да. В, возмущение, гнев. Почему? Почему? Можете пояснить, почему? То есть, если говорить только о признаке градации, так, Д, а Д у нас нету, В, да, о, чоктал уже В перешли, почему? Почему? Тоже В. Так, почему? Тогда я ставлю вопросики. И тут был ответ, и тут был ответ. Эмоции, чувства. Да, причина, следствие, да? Ну, или, нет, вы назвали вначале, что-то пошли уже все подряд. Наверное, уже каждый научился там набирать что-то, да, отвечая. Да? Смотрите, пожалуйста, не будем пороть горячку. Вот видите, вначале, как вы хорошо отвечали, да, все было точно. А сейчас, смотрите, пошли уже сбои, уже второй слайд у нас со сбоем пошел. Значит, по какому-то основанию не успели подумать и поспешили ответить. Ребят, пожалуйста, вот пока все не взвесили, да, на контрольном тесте уже вам не будет тетенька с ручкой возле экрана объяснять, что вот это неправильно, вот это, вам просто зачтут как неверный ответ. Значит, правда, тут тоже два основания. Да? Градация, ее недостаточно, она есть и в варианте Г, и в варианте В. Да? Градация, то есть усиление признака. Да? Но действительно вот второе основание для того, чтобы параллельку провести, это эмоции. Да? Эмоции или чувства вы там написали. Да? Чувства, эмоции, чувства написали. Да? Значит, правильным будет вариант В. Правильный вариант В. Так, не спешим отвечать. Так, дом, комната. Правильный вариант. Смотрим. Думаем, взвешиваем все как следует, прежде чем ответить. Так, первый кто был? Б, да? Б и второй Б. Так, Кызылкия тоже Б дает, да? То есть все три ответа были Б, да? А почему? Можете написать, почему вы выбрали вариант Б. Целое и его часть. Ну что ж, Кызылкия молодцы, так быстро соображают, так быстро пишут, да?
Вот он наш правильный вариант, да. Целое и его часть, верно, верно. Обо всем остальном мы не можем сказать, что оно как-то соотносимо, да, по части и целому, верно. Это был последний слайд. Угу. Ну, если бы я знала, что вы такие быстрые, мы в первый раз сегодня встречаемся, я бы подготовила вам еще с десяток слайдов. Но мы потом, через какое-то время, мы повторим эту задачку, да, и такую же примерно практическую часть с вами проведем. И тогда сегодня, раз уж мы начали работу, да, то нам нужно сколько еще времени работать? Еще 40 минут или полчаса, да? Тогда, ребят, давайте мы с вами начнем повторять части слова. Да? Части слова соответствуют словообразовательному уровню языка, да, или языковых единиц. Части слова это, мы их называем еще морфемами. Да? К морфемам относятся корень. Я вам напомню, что корень мы отмечаем вот такой дужкой. Да? Перед корнем бывает приставка. За корнем бывает, ну, если, допустим, два корня у нас связаны между собой, то тут будет соединительный гласный или интерфикс, мы его называем. А как вас зовут? Меня зовут Инна Александровна. Мы опоздали. Что такое эпикуреец и сибарит? Ну, вы знаете, это вопросы не по языку, да. Сибарит – это человек, который любит отдыхать, да, наслаждаться негой, не работая. Эпикуреец, честно говоря, сейчас я не смогу ответить на этот вопрос. У нас не программа «Умники и умницы», у нас программа подготовки к ОРТ. Поэтому, если вы позволите, отвечу на вопрос об эпикурейце и сибарите ответами из словаря в следующий раз. Да? А сегодня мы поговорим о частях слова. Значит, за корнем может идти суффикс, да, и не у всех слов, но оно бывает, это окончание. Почему такая пошла палочка? Резиночку, да, нужно? Вот убрали мы ее, да? Вот, да? Итак, у меня к вам будет сейчас такой вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько морфем в слове, я вам его напишу, вот такое вот слово. Две морфемы, молодцы, совсем неправильно. Не две морфемы, вы хотели сказать две основы. Морфемы мы же с вами расписали, да? Это приставки, корни, суффиксы, окончания. Да, что такое да? 4. Ну-ка, давайте смотреть. Итак, первая основа, напишите ее, пожалуйста. Первая морфема какая здесь? 4. Какие 4? Как мы их будем делить? Напишите, пожалуйста. Так, насеком корень. Молодец. Кто это у нас? Это чоктал, да? Значит, первый корень у нас насеком. Молодцы. Верно. 5. Так, а дальше? О, соединительная гласная. Верно. Мы ее прописываем как суффикс, да? Так, а дальше? Другой цвет. Ага. Другой цвет. Давайте красненьким возьмем, да? Так, дальше. Не выбрала? Так, вот это, да? Яд второй корень. Молодцы. А что она опять такая? О, вот так. Яд второй корень. А дальше н суффикс. Молодцы. Так. И ое окончание. Вот. Верно. Ое окончание. Умнички. Значит, в этом слове сколько морфем? Считаем. 1, 2, 3, 4, 5 морфем. Да? 5 морфем. Вот. Ладно, идем дальше. Еще возьмем какое-нибудь слово. Выбрала, не выбрала? Не выбрала. Вот так выбрала, да? Так, возьмем слово. Что там? Основа. Ну основа, да, вы же в школе так выделяете, да, вот она основа, молодцы, еще и об этом вспомнили, да. Так, давайте так, ремонто,
Не знаю. Нет, сейчас, минуточку, сейчас. Так, давайте вот так возьмем, это уберем. Ой, так, ремонт, но, вот так. Вот. Так, она считается как морфема? Нет, основа как морфема не считается. Вот вы говорите, что опоздали, я поэтому давайте еще раз для вас расскажу, да? Морфема – это конкретно приставка или корень, или соединительный гласный, мы его называем еще интерфикс, да? Мы знаем, что у нас какие соединительные гласные? Есть Е и есть О, их всего два, больше не бывает, да? Морфема – это суффикс, морфема – это окончание. Вот это морфемы. А основа слова – это полное слово без окончания. Поэтому не путайте, пожалуйста, морфему и основу слова. Да, вот вы пишете основа, считается ли она морфемой? Нет. В данную основу слова насекомоядное у нас вошли 4 морфемы. Да, и 5-я осталась за пределами основы. Ремонтно-строительный. Давайте, кто будет, разберет нам 6 морфем. Давайте смотреть. Итак, какие? Если 6 морфем, да, давайте каким? Зелененьким. 6 морфем. Какие? Пожалуйста, назовите их. Какие? Так, ремонт, корень. Согласна. Дальше. Да, сложение основ. Хорошо. Ремонт, корень, а дальше? Ждем. Вот я отметила. Так, что такое 7? Нет, количество мы потом. Так, n суффикс, хорошо, согласна. Дальше. А дальше? О, соединительное гласное, согласна. Так. А дальше? Строит корень. Так, согласна. Эль суффикс. Ель суффикс. И Н суффикс. Молодцы, да, потому что строитель, да, строительный, и «ый» окончание. Умницы, это у нас что-то так быстро работает, да? Отлично. А основа будет тогда все слово без окончания, да? 7 морфем. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В самом начале вы так и отметили, да, что 7 морфем. Молодцы, молодцы. Теперь я должна все вытереть, да? Или на следующую страницу, вот эту, да? Вот. Переходим к следующей страничке. Тут синенький, да? Так. И ручку включить. Спасибо. Так. Давайте мы возьмем слово или несколько слов, чтобы вы лисий, собачий и синий. Скажите, пожалуйста, поскольку морфем в этих 3 словах? 2. Так, объясните, пожалуйста, какие? Так, по 2 морфемы, да? Так, какие это морфемы, где они различаются? Корень какой? Какой? Челкис? Какой корень? Окончание. Так, значит, корень, вот вы пишете лис, да, правильно, собач и син, да, верно, согласна. А дальше? Так, все и окончания, а вот, дорогушечки, и нет. Ой, не нажалась, да? А вот и нет. Посмотрите, пожалуйста, как только мы начинаем изменять слово, окончание должно полностью измениться, да? То есть, смотрите, синий, да, родительный падеж, синего, дательный синему,
да, идет изменение, да, после корня, вот оно пошло изменение, значит, это окончание, это верно. А здесь, смотрите, собачьего, да, смотрите, давайте мы их запишем вот так, фонетической транскрипцией, ой, вот так, да, их, да, собачий, вот оно, вот это вот, это суффикс, потому что, смотрите, собачьего, да, собач ему, собач им и так далее, да, что мы видим? Вот эта часть, да, и или мягкий знак йод, да, вот она в сокращенном варианте, это суффикс, а окончание вот оно пошло после суффикса. То есть точно так же и в лисий это притяжательные прилагательные, поэтому и здесь является суффиксом. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Внешне, да, все три одинаковых слова, но два первых это притяжательные прилагательные, обозначают принадлежность лисе или принадлежность собаке, да, какой-то признак. А вот синий это просто наименование цвета, и является здесь окончанием. Да? Значит, в качественных прилагательных и это окончание, а в притяжательных, да, которые обозначают как принадлежность кому-то, да, это будет суффикс. Пожалуйста, учтите, значит, действительно морфем везде по две, да, но они по-разному распределяются. В первых двух словах это корень и суффикс, в третьем слове это корень и окончание. Вы были правы, сказав о двух морфемах. Молодцы. Идем дальше. Давайте мы с вами, поскольку заговорили о частях слова, и вы вот так хорошо их вспомнили, в следующий раз мы еще с вами повыбираем, сколько, допустим, морфем в каком слове. А сегодня мы вспомним с вами три группы приставок, которые функционируют в русском языке. В школе вы их изучали отдельно, да, одну тему, другую, третью, а сейчас мы постараемся их расписать все вместе. Должна ручечку, да, включить. Вот. Значит, первая группа приставок – это те, которые пишутся всегда одинаково. Это большинство приставок. Ну, например, приставка, какая там, с, да, приставка по, под, над, да, приставка, какая еще у нас есть, до, доехать, например, да, приставка выехать, приставка заехать, зайти, да, и так далее. Их много, около 20. Это приставки, которые пишутся всегда одинаково. Вторая группа приставок – это приставки, ну, их еще называют переменчивые, да, переменчивые приставки. И мы их запишем так, чтобы вам удобно было запомнить. Это приставки через, записывайте себе, из, воз, раз, без и низ. В чем особенность этой группы приставок? Раз, два, три, четыре, пять, 6 приставок. Чем же они отличаются от первой группы? Напишите, пожалуйста. Напишите, пожалуйста. Если вы уже сообразили, если поняли, о чем я говорю, напишите, пожалуйста, в чем же причина того, что мы делим их на две группы? Я жду. Так, «з» меняется на «с». Кызылкия молодцы. Правда, их называют приставками-приспособленцами еще. Да? Как только они встречаются с корнем, который начинается на глухой согласный, то тогда у них «з» переходит в «с». Да? И тут то же самое. И здесь точно так же. Да? «З» переходит в «с». Как только они встречаются с каким согласным? Глухим согласным в начале слова. Да? То есть получается так, что в этих приставках, смотрите, как легко запоминаются, через, из, воз, раз, без, низ, как стишок. Да?
В этих приставках перед гласным звуком, да, или перед звонким согласным будет «з». Перед глухим согласным «з» меняется на «с». Это такой закон, называется ассимилятивный закон ассимиляции, но не надо вам запоминать, что это за закон. Да? Посмотрим на третью группу приставок. Это приставки, их всего здесь две. Приставка «при». Что-то написали мне, да? Так, ну-ка, можно, пожалуйста, примеры? Хорошо. Сейчас, когда мы запишем всю табличку, да, чтобы было удобнее работать, потом перейдем к примерам. Да? Приставка «при» и приставка «пре». Это приставки, которые пишутся в зависимости от значения слова. Да? Нам нужно будет вспомнить с вами, давайте постараемся сейчас это сделать. Примеры мы с вами запишем, как только вот мы всю табличку закончим, да, на следующей страничке с примерами поработаем обязательно. Так, когда пишется приставка «при», что-то написали, хорошо, спасибо. Так, приближение, присоединение, да, значит, первое приближение, верно, приближение, вторая присоединение. Ой, это и у меня такая присоединение. Еще что? Неполное действие. Молодцы. Так, неполное действие. А еще? А еще? А еще? Жду. Что там? «Пре» уже пошло, да, а здесь еще есть один, ну давайте подумаем, может быть вспомним, да, а может и не знали, потому что в школе обычно на это не обращают внимания. Приставка «пре», правильно вы сказали, преувеличение, да, так, нахождение вблизи, но в принципе, ну хорошо, нахождение вблизи, да, ладно, но есть еще тогда одна, еще один признак есть. Давайте я вот это «пре» сейчас немножко ниже размещу. Так. Значит, «пре» вы сказали, тут пятый остается под вопросом, да? Первый вы сказали преувеличение, да? Кто очень такой или очень сякой, «пре» мы напишем об этом. Так, а еще? А еще? А второй? А второй? Почему мы пишем «пре»? В значении «пере», молодцы, то есть когда «пре», да, приравнивается по значению к приставке «пере». Да, например, преступник – тот, кто переступил правила закона. Да? Так, преувеличение, допустим, премудрый, да, прекрасный, прелестный. Да? Так, а вот этот вот меня еще волнует один пунктик. Ну-ка, может быть, учителя подскажут, если они рядышком с вами? Давайте подумаем, еще один признак есть. На него мало обращают внимания, в школе почему-то его не описывают, а вот когда в тесты почему-то включают, то должны знать. Давайте подумаем. Давайте. Так, в значении «очень». Ну, это «е», да, в значении «очень», да? Преувеличение. Ну, третье, пусть как «очень», но это, в принципе, преувеличение, оно и есть, да? Тогда третье мы не будем рисовать, да? Потому что «очень» и преувеличение – это одно и то же, в принципе, да? Чикс. О, так, а пятое? Принадлежность. Нет, не знаем, да? Значит, запоминаем, что пятый случай употребления приставки «при» – это действие в интересах кого-либо. Кого-либо. Например, присвоил, припрятал, приберег, да, что там еще? Прикарманил, да? Так. Вот давайте так теперь с приставками «при» и «пре». Вспомнили все, да? Примеры нужны? Примеры нужны или нет? Или вы уже все вспомнили, и они вам не потребуются
Так, примеры не нужны, хорошо. Так, в козылке нужны примеры, да? Ну, давайте посмотрим. Итак, отвечаем. Чоктал отвечает козылкие. Итак, приближение, пожалуйста, с приставкой «при». Два примерчика приведите. А ребята видят свои ответы друг друга или нет? Да, конечно. Они там внутри тоже видно, да? Угу. Так, ждем. Итак, «при» в обозначении приближения. Ну, например, приехать, прилететь, да? Да, приехал, прибежал, приплыл, прилетел, приплелся, притащился, прискакал, да? Присоединение, это «и». У меня надо как-то, вот сейчас я что-то вот «и», да? Так. А то как «е» получилось. Так, прикрутить. Присоединение. Молодцы. Пришить, прилепить, да, прикрутить, привязать. Да, привязать, молодцы. Присесть, это неполное действие уже пошло, да? Присесть, неполное действие. А еще на неполное действие можете привести примеры? Присесть, пригорело, да? Прикрыть, молодцы. Приоткрыть, отлично, да? Нахождение вблизи. Нахождение вблизи, это вы напомнили. Так, придворный, пригород, какие молодцы. Так, действие в интересах кого-либо, ну я уже сама проговорилась вам с примерами, а ваши? Так, приморский, это нахождение вблизи, да? Так, а вот теперь пятый признак, действие в интересах кого-либо, жду. Приврал. Угу. Так, ну это не совсем соврал? Или это действие в интересах кого-либо? Так, прикарманил, да, но это уже мой пример был. Но то, что вы его вспомнили, уже все, значит, усвоили, молодцы. Так, теперь приставку преувеличение. Давайте попробуем. Как? Превознес, отлично. Прехороший, молодцы. А еще превосходный, отлично. А еще? Ну, все дали примеры, да? Все молодцы какие, как хорошо думаем, умнички. Умнички, все дали примеры. Угу. Так, ну и теперь, как я обещала, возвращаемся к приставкам второй группы, да? Потому что на первую очень легко много слов можно придумать в пример. Итак, вот эти приставки, я сейчас их уберу, мы будем работать уже с чистым полем, да, поэтому не обижайтесь, то, что кто-то не успел что-то переписать, да, или у них потом остается у ребят, нет? Сейчас я вот эту сейчас последнюю объясню, ладно? Итак, приставки через, да, вы попросили, да, из, воз, раз, без и низ. Вы попросили с примерами, да? Ну вот смотрите, допустим, вот так, чрезмерный, да, перед М, или чрезвычайный, я вот тут напишу вот так, да, чрезвычайный, перед звонким согласным мы пишем З, да, но, смотрите, чересчур. Да? Перед глухим уже что? С. Так, из попробуем, да? Какой там, допустим, известный, да? Избитый, да? Потому что как тривиальный избитый, но какой, допустим, исправленный. Исправленный. Видите, как только глухой согласный, сразу С. Да? Воз. Давайте посмотрим. Возвращение. Да? Но воспоминание. Что видим здесь? Перед глухим оглушается согласный. Раз. Допустим, развлечение.
Вопрос там какой-то, да? О, восстановление, молодцы, воспоминания. Вот тут запишем ваш пример. Только восстановление пишется вот так, восстановление, да, потому что стать, становление. Так, вот оно тоже С и С, да? Так, развлечение и рассрочка, например. Да? Перед глухим согласным оглушается последний звук приставки. Без, давайте, допустим, безвозмездный. Так, рассуждение еще, молодцы. Рассуждение, отлично. Вот видите, сами уже примеры приводите. Я зачем тут стою, непонятно. Итак, безвозмездный. Давайте тогда попробуем, чтобы вы уже придумали с «с», хорошо? Чтобы мы вместе работали. Безвозмездный, да, здесь перед звонким «м». А чтобы с глухим, чтобы без... Ну-ка. Бесполезный, бесплатный, только бесплатная одна «с». Давайте я запишу. Бесплатный, да, с одной «с». Бескорыстный, молодцы. Бесплатный, допишу, да. Бескорыстный, отлично. Молодцы, бессмертный. Ну вот, все понятно. Все, заработали. Так, и низ. Например, низвергнуть или отпечаток. Что такое отпечаток? Где отпечаток? Опечатка, ну ничего страшного, конечно, вы же быстро работаете, у вас от опечатка только, да, опечатка. Вот смотрите, давайте низвергнуть, да, а с «с», ну-ка, жду, как, нисходящий, умницы какие, умницы, нисходящий. Ну, у меня плохо получается, потому что немножко не привыкла на такой доске писать, да, я думаю, вы мне простите это все, тем более в ваших тетрадочках, надеюсь, все красиво записано. Главное, что мы с вами сейчас привели примеры, да, на то, что приставки, как мы их назвали, приспособленцы, да, они приспосабливаются к первому звуку корня. Да? Значит, если звук звонкий, то они тогда «з» нам дают в конце. Если звук глухой, то они тут же нам дают «с». Вот это мы с вами повторили. И заодно повторили все приставки в русском языке такие. Но у нас еще есть группа приставок, о которых мы поговорим в следующий тогда раз. Да? Это заимствованные приставки, и там тоже надо будет знать правописание. Хорошо? Ребят, пожалуйста, напишите, довольны ли вы сегодняшним вот нашим занятием или какие-то есть пожелания, потому что мне важно знать, что вы еще хотите узнать. Спасибо, пожалуйста, я рада, что вам понравилось заниматься. Спасибо за огромное, спасибо вам. Всем приятного аппетита. Да, действительно, всем вам приятного аппетита, у вас ужин, да, и спокойного сна. Да, до свидания, до встречи.